Самые обсуждаемые новости в стране, как могли допустить гибель таджиков и как наше правительство вновь обманывает население. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. В этом году во время хаджа в Саудовской Аравии погибли 4 таджикских паломника. Об этом сообщил 1 августа на пресс-конференции представитель Комитета по делам религии и урегулированию традиций и обрядов Республики Таджикистан. В сообщении ведомства говорится, что эти граждане умерли естественной смертью во время совершения хаджа и были похоронены в соответствии с порядком в этой стране. Дополнительной информации о погибших паломниках предоставлено не было. Радио Азади сообщило в июне этого года, что одним из погибших был Абдулло Шарифов, житель Масчинского района. Он умер 18 июня в Мекке и там же был похоронен. По имеющейся информации, у Шарифова была сердечная недостаточность. И в прежние годы таджикские паломники умирали во время хаджа в Саудовской Аравии. По данным Комитета по делам религии Таджикистана, в прошлом году во время совершения хаджа умра погибли 7 человек. В этом году Саудовская Аравия выделила Таджикистану 7 тысяч квот на основной хадж фарзи. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему это происходит с нашими гражданами? А за 6 месяцев 2023 года Таджикистан экспортировал за рубеж 974 миллиона киловатт-часов электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана. По словам источника, этот показатель на 85 миллионов киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость электроэнергии, проданной страной за рубеж, составляет 383 миллиона самани. Основным покупателем таджикской электроэнергии является Афганистан, который за 1,5 года получил 685 миллионов киловатт-часов электроэнергии на сумму около 320 миллионов самани. Узбекистан получил 289 миллионов киловатт-часов электроэнергии на сумму около 63 миллионов самани. Всего за последние 6 месяцев в Таджикистане произведено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что более чем на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как вы относитесь к таким объемам продаж электроэнергии за рубеж, учитывая, что уже сейчас в некоторых регионах Таджикистана наблюдается систематическое отключение электроэнергии, которое, конечно же, что наше правительство, что компания, которая предоставляет эти услуги, полностью отвергает, говоря, что это временное неудобство. Но почему-то это временное неудобство уже стало системой, к которой население, конечно, уже привыкло, но которая очень сильно недовольна. А скоро начнутся холода. Электроэнергии будет вырабатываться больше, потому что население будет отапливать свои помещения, и они введут энерголимит, который в Таджикистане каждый год. И каждый год нам обещают, что в следующем году его не будет, потому что они решат проблемы. Но ничего не решается, ГЭС не достраивается, и каждый год одно и то же. Как вы думаете, когда это закончится? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.